Так, я Нилов Константин Григорьевич, писатель, поэт, драматург. Работаю в жанре современных исторических изысканий. Работаю в жанре современной поэзии и драматургии. Но в последнее время мое творчество очень связано с произведениями, которые имеют исторический характер, и многие страницы бывшей войны, Великой Отечественной войны, в них отражаются. Я делаю не для того, чтобы только создать такие произведения. Дело в том, что произведений Великой Отечественной войны очень много. Но я стараюсь в свои произведения отыскать те яркие эпизоды, которые мало где еще освещены, только или освещены всего несколькими строками, а ведь за этими строками стоит большой подвиг нашего белорусского народа, советского народа, и даже всех народов, которые воевали против фашизма. Для того, чтобы это отпечаталось в памяти наших потомков, вот это и нужны эти произведения. Можно писать исторические, какие документальные тоже произведения, но художественное произведение является той особенностью, что через переживания героев, через те небольшие исторические эпизоды можно более основательно сделать картину тех событий. Это очень важно, потому что вот когда пишется документальная повесть, не всегда там можно переживания людей, а ведь это большой слой того периода, который ясно показывает отношение к тому периоду, к фашизму, к борьбе нашего народа против против такого большого зла. Это важно очень сегодня в свете наших нынешних событий, связанных, с Украиной. Очень важно знать нашему поколению, почему это случилось. Поэтому я работаю над этими произведениями и стараюсь донести к читателю вот эту соль этих всех событий, соль, связанная и с психологическим характером этого периода, и показать, вот почему эти люди так воевали отважно и практически не жалели своих жизней. Ведь сегодняшнему поколению нашему задать некоторые уже вопросы начинает: может быть, это нужно было не так воевать, разные даже толки, разные отношения есть людей к специальной военной операции. Хотя и в целом, посмотревши, мы видим, что в этой сегодняшней специальной военной операции, которую проводит Россия, если без всяких там подноготных, то считать, что это имеется война против фашизма, возрождающая фашизма. Это война, при всяких вопросах, это за тех детей, наших детей, которые, наши, многие же и белорусы там находились и находятся на Донбассе. Да ведь Украина, она же не только, она многонациональная Украина. И вот очень важно на сегодняшний день понять эту сущность этой спецоперации. Знать ее сущность спецоперации в том направлении, что там нужно спасать детей, спасать наше будущее, которое не только вот здесь нас, а находится и там на Украине, и находится дальше. Вот это вот. А для этого должно быть обратиться к истории. А история имеет очень много повторяющих моментов. Просто их нужно по-другому рассмотреть с точки зрения сегодняшнего дня. Может, сегодня можно рассмотреть несколько глубже.
Вот это вот главный лейтмотив моего творчества. И вот в контексте с этим я написал одно свое произведение, повесть. Хотя над этим повестью я думаю, что я продолжу еще работать, будет вторая часть. Повесть на белорусском мове называется «Апошний полет знищальнику». Это повесть, которая на 95% имеет реальную документальную основу. Опять же, события моей малой родины, деревни Якулич Аршанского района. Эта история в нашей семье передается, как говорится, с поколения в поколение. Ну, если так говорить, то главным героем этой истории оказался мой родной дед Нилов Семен Захарович. Так случилось, что в предвоенные годы он был истопником в казармах, офицерских казармах, так как говорится, или домах там, или казармах, где офицеры многие приезжали и жили просто где-то не в частных домах, а именно там было типа большое общежитие. Ну и дед был своеобразный такой, значит, был с юмором, и одновременно такой был, всегда находил общий язык со всеми своими, значит, и односельчанами, его знали хорошо, как такое, как бы негласный староста своей деревни. Когда началась Великая Отечественная война, начали, конечно, немцы бомбить аэродромы. А здесь были, в Якулише находился один аэродром, где проводилось обучение молодых летчиков, а рядом, всего 3 километра от Якулиша, находился, значит, военный аэродром Зубово, где располагались истребители. В этот период, перед началом войны, на Якулишский аэродром для обучения летчиков пригнали несколько самолетов. Скорее всего, как по рассказам, это вполне возможно, что какой-то вариант по 2. Эти самолеты, в отличие от других, они были более охраняемые и хорошо замаскированные. Ближайшие, значит, кустарники, они очень, значит, и не стояли на открытом, как были остальные самолеты. Но, скорее всего, этот Якулишский аэродром был такой смешанный. И там были истребители настоящие, как говорится, и учебные было определенно. Когда началась война, естественно, были самолеты, которые находились на аэродроме, в открытом там, форме или чуть замаскированные, были, конечно, расстреляны, разбомблены, значит. И так получилось, что в один вечер к моему деду постучали в окно. И оказалось, что это летчики, которые знали примерно деда как истопника и как человека положительно во всех направлениях. Они подошли к нему и попросили, что надо как-то спрятать наших товарищей, которые получили ранения в результате вот этой бомбардировки. Значит, это было, и было так, значит, как по рассказам, человек 5-6. Вот так вот. Разные рассказы есть, но не менее 5. Значит, ну, дед согласился. У него было своего рода такое хранилище определенное. Он делали когда-то, но кто, значит, хотя он не относился там к каким-то кулакам, был как бы, значит, крестьянин такой среднего, как говорится, покроя. Но потому что жил он один, жена умерла его, на его плечах осталось 5 детей. Вот поэтому тут его как бы и колхоз шел ему на помощь, что дал ему возможность работать не в колхозе, а в этом истопником. Ну вот он говорит, у него там было как сеновал, и под этим сеновалом находилась такая, значит, убежище как бы отдельное.
Значит, в это убежище оно никогда ничем не использовалось, а вот так вот находилось. Но оно было сделано очень хорошо, говорят, с толком так. Она была постелена такими прутьями, ольховыми прутьями, несколько слоев, и переложенные сеном. Но такое сложилось впечатление, что значит, его трудно было значит, обнаружить, и одна часть его, небольшая, выходила за наружу, за стену, наружу за сеновал. Вот с этой ночи... А готовил он это первоначально? Первоначально готовил, думал, прятать это зерно, значит, когда было эти продразверстки. Но не использовал его. Во-первых, никто его не облаживал, значит, середняк относился, он такой, но тем более, где можно было разбогатеть этого товарища, который пришел, воевал значит, в это время на турецком фронте, против турков воевал. Значит, и здесь 5 детей, которые старший там было ребенку в это время, где-то всего 16 лет. Но вот так вот получилось, что его забрали в армию, а потом, когда уже он несколько там повоевал, обнаружили, что у него столько детей. И один, надо сказать, что такой командир, там как бы граф, все же его, узнал его это биографическое данное, отпустил его домой. И дед шел пехотой с Крыма до нашей Орши. Вот так он рассказывал. И, значит, отпустили ли его после одного из таких атак, когда крепость одну турецкую взяли. Когда сидели, все выпивали за победу, а дед, конечно, выпивал, а мысли были, значит, о доме. И когда подошел там вот этот вот командир, там, полковник, что ты же это такой-то, Семен, такой грустный сидишь. Он говорит, так вот, как мне, там же значит, детей столько. И тут все остальные наши солдаты, да, вот мы тут, а у него такое положение. Он говорит ему бумагу, пойдем со мной, тут же бумагу печать и иди. Он подвезли там несколько до какого, а потом говорит, как тут так, пешком где-то по 30 километров в день, кто-то подвезет, кто-то не подвезет, так вот и шел. Вот так вот. Так вот, всегда, когда рассказывают про свою эту военные какие-нибудь так эпизоды, всегда слезы. Говорят, мы брали такие эти турецкие крепости, так практически шли в лобовую. И поэтому очень много, ну или в штыковую. Говорят, очень много наших погибло, но все равно мы были победителями. Так вот, когда началась война, к нему пришли вот эти летчики. И он их прятал. Конечно, большой риск, потому что рядом, буквально через стенку, жила семья, сын его жил, это Григорий, значит, наша семья, где 3 детей было. Немцы проходили, значит, днем были как такие своего рода налеты или облавы, и приходили даже в эту было на сеновал. Несколько раз подвергались, уже все были, что вот обнаружат и расстреляют всех. Били штыками в землю, значит, но вот эта вот, наверное, хитрая маскировка не позволяла такое, значит, пробить там все прочее. Все оказалось, 2 раза были 2 эпизода, что 2 раза пробовали, все было, значит, не обнаружили. Но летчики не просто там сидели. Там среди этих, если 2 летчики были так ранены основательно, дед использовал и фельдшера, который там приходил и подлечил, то в это время, когда наступал вечер, 3 летчика уходили в лес. Они знали, где спрятаны эти новые самолеты, и готовили их к полету. Так как случилось еще такое, что каким-то образом к деду донесли, что в следующий день должна приехать новая группа, новая немецкая команда для зачистки аэродрому и еще просмотреть
значит, всю деревню пройти. И по их немцу есть сведения, что здесь где-то прячутся, значит, советские летчики. Ну, дед, когда сразу доложил этим своим летчикам, они говорят, а мы хотели через день-два улетать. Мы уже практически все сделали, поэтому мы в эту ночь и уходим. Значит, они где-то перед рассветом ушли на аэродром. Значит, были заправлены у них самолеты. Значит, интересно, что один мой жены. В это время, значит, приходят летчики на аэродром. Это уже была предрассветная пора. И садятся за самолеты. И надо же быть, что в это время подъезжает к деревне карательный отряд, немецкий карательный отряд. Значит, и следующее событие развивается таким образом. Но было, сообщили, да, ему до того, что... Да, до этого было сообщено, что это будет зачистка, каким-то образом прошли. Ведь, может быть, там в это время и были и полицаи, некоторые, будем говорить так, по воле судьбы там пошли, там полицаи, многие потом, большая часть и ушли в леса, даже прихватили своих этих, как там, начальников групп, этих полицейских. Ну, имею в виду, связали их туда и в плен. И вот, значит, самолеты эти поднимаются буквально под носом этого немецкого карательного отряда. Более того, значит, делают разворот, из пулеметов стреляют по этому отряду. И тут же улетают на восток. Все похлеще, чем история с 9-го. Да. Улетает на восток. Значит, свидетелями этого даже вот так случайно получилось, что мой двоюродный брат был, мальчишка. Они в это время, там же были разбитые самолеты другие, и они думали идти для рогаток из, значит, камер колес самолета, делать себе значит, резину, доставать, делать рогатки. И мы, говорит, только решили на рассвете, потому что, значит, такой пошел слух, что должны вот немцы там еще зачистку делать, чтобы не нарваться, родители не отпускали. И мы, говорит, только подходили к этому аэродрому, хотя он был совсем близко, совсем на окраине деревни. Вот подходили к аэродрому, как видели, над нами взлетают самолеты краснокрылые. Удивительно. И тут же разворачиваются, там выстрелы. Мы, конечно, попрятались, значит, далеко хотят нас, но это было такое. И вот, значит, таким образом эти самолеты улетели. Значит, я описываю, мне говорит, 3 самолета, но некоторые говорят, что 4 были самолета. Но так или иначе, не менее 3 самолетов. Более того, эти летчики, когда улетали, они оставили некоторые фотографии деду. Они долго так хранились, но потом затерялись. По своим знакам различия, там это были капитаны, значит, и капитан был там, лейтенант, вот 3 фотографии было, и майор. Вот такая история была, значит, в этом направлении. Немцы были еще, тоже прощупали, тоже это, значит, не обнаружили хранилище, тоже так вот хорошо замаскировано было. И оно впоследствии даже было использовано дедом для, значит, одного партизана раненого, нужно были тоже припрятать на пару дней, когда должны прийти партизаны свои. Вот такая была история нашей, которая передается нашей семье, ну и которая, я думаю, что яркий эпизод должен быть в этой нужно показать не только, что это выйдет, а просто вот эта вот самоотверженность и готовая пойти на риск наших все же советских людей. Вот это была самая главная их черта. Значит, ведь можно сказать, что у белорусского населения был настоящий коллективный героизм. Да. Не было вопросов, кого поддерживать. Нет, не было вопросов, было, значит, я понимаю, что был
глубокий интернационализм. Вот были деревни, там же оставались, немцы были, которые оставались, не было такого. Как за это время смогла советская идеология воспитать вот этих людей, которые не смотрели на все эти дела, которые, значит, нам же шла победоносная Германия. Я вам скажу, как могла советская идеология. Значит, местами советская идеология не помогла, как, например, на Украине, да, вот, на Западной. Дело в том, что советская идеология, она не пришла на пустое место. Да. Ведь у нас, на наших землях, все люди жили, в общем-то, испокон века, жили в мире, в дружбе, как по-польски говорят, приязень, да, у людей было приемное отношение друг к другу. И самое главное... А советская спайка, когда вместе построили могучее государство, увидели силу эту совместного труда, она еще дала скрепы вот этой дружбе людей продвечной, которая была на наших землях тут, что они сумели такое испытание. И еще самая очень главная вещь, что на наших этих белорусских землях, особенно на вот восточных таких землях, белорусских землях, практически не было национализма. Он проявлялся которые тоже искусственно раскачивали, но он не проявился. Вот смотрим, вот сейчас мы будем говорить, некоторые пробуют, даже писатели такое, чтобы как бы завоевать симпатию определенную, оригинальную себя показать. Это показать, что вот были полицаи, которые это была как бы какая-то отдельная колонна, которая что-нибудь, которая думала против советской власти. Да, большинство было этих, не большинство, а подавляющее большинство получили полицаи, были те, которые чуть ли не мобилизовывали армию. Силой загоняли. Да. Но они оставались внутри. Я вам скажу, какая тут есть хитрая подлянка тех, кто вот мутят эту воду, что вот с одной стороны, то есть хотят за уши притянуть белорусов, вот, но не в дружную семью, а притянуть белорусов в говняное общество, тех, где действительно были оголтелые националисты, и тех, где действительно были фашисты, и тех, кто действительно создавали, значит, формирование на службу немцам, ненавидели советскую власть. А у белорусов не было этого. Это все было присосано. Да. Это было силой. И, как говорят, гусь свинье не товарищ. А у нас тут есть всякие, так сказать, товарищи, которые нам не товарищи. Они в официальных работают институциях исторических, и с другой стороны всякая эта оголтелая так называемая оппозиция, а на самом деле их называют антибелорусская оппозиция. Да. И им важно притянуть нашего белорусского гуся к кабану в общество и сказать, у нас были полицаи. Вот. Да. А на самом деле было действительно массовый героизм. Да. Было вот это то, что мы нашу серию, собственно, делаем основную, что народ праведников у людей даже не было вопроса спасать вот этих иноверных своих сограждан и земляков, которые хотят убить только за то, что они родились, и хотя положение вот этого белоруса, оно было не намного лучше, чем преследуемого еврея, можешь ему сейчас помочь, помоги. И такого в других местах не наблюдалось.